1 апреля – начало весенней призывной кампании. Военным комиссариатам предстоит кропотливая работа. Призывная кампания. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, кому выгодна облава. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Началась горячая пора для сотрудников военных комиссариатов республики. Стартовал весенний призыв. В районах и городских военкоматах сформированы призывные комиссии. Надежды таджикского общества на прекращение облав на призывников в связи с принятием нового закона о воинской службе не оправдались. Начиная с 1 апреля ежедневно мы становимся свидетелями, как неизвестные люди в штатском силой забирают призывников в армию. Это происходит не только дома у призывника, но и в местах большого скопления народа, на рынках и в магазинах, вокзалах и остановках. На общественном транспорте ловят молодых людей, силой впихивают в машины и увозят в военкоматы. Облавы происходили даже в финансово-экономическом университете, где, по сообщениям в соцсетях, студентов забирали прямо с занятий. Госорганы, конечно же, отрицают эти факты и говорят о совершенно противоположном. Минобороны сообщает, что тот, кто ловит призывников, это не их люди. Местные власти отчитываются о том, что в этом году было много добровольцев, и никто не реагирует на незаконные методы призыва в армию. Соцсети полны публикаций с фотографиями и видео, свидетельствующими о фактах незаконной облавы. Комментарии под ними явно передают реакцию общественности, и люди требуют законного решения данной проблемы. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо перед каждым сезоном облав проводит совещания с военными комиссарами по организации призыва в армию и требует от них соблюдать законность и не создавать проблемы. Министр перед осенним призывом 2020 года подчеркнул, что количество парней призывного возраста в разы превышает потребность вооруженных сил страны, и это дает возможность призывать в ряды национальной армии только образованных и здоровых призывников. Но почему тогда все происходит именно так? Проблема облав отрицается госорганами. Они считают, что нет никаких принудительных действий в организации призыва. Почему Минобороны и военкоматы отказываются об обсуждении вопросов облавы с общественностью? По поводу поступивших жалоб журналисты обращаются в ответственные органы за призывную кампанию, но так и не дожидаются ответов. Юрист Офиса гражданских свобод Таджикистана Угулой Бабоева и ее коллеги проделали огромную работу по поводу разъяснения нового закона о воинской службе, провели ряд мероприятий, включая прямые эфиры на радио и соцсетях. Однако ответственные структуры не участвуют в наших мероприятиях, хотя и мы постоянно их приглашаем, сожалеет она. Жалобы на сотрудников военкоматов, которые нарушают законы, не поступают к нам. Часто призывники просто боятся жаловаться на противоправные действия. Это и губит наш народ. Согласно закону, военкоматы заблаговременно должны вручить повестку призывнику или его родителям. В случае уклонения гражданина от призыва на воинскую службу призывная комиссия направляет соответствующие материалы в прокуратуру города или района по месту жительства гражданина, но никак не силком затаскивают его в машину. Однако на практике это соблюдается, конечно же, не всегда, и обычно мы видим то, что имеем. Сотрудники военкоматов и военно-учетных столов при джамаатах с помощью милиции предпочитают ловить призывников, так как это сулит им большую выгоду. В случае написания повестки они должны знать всю информацию тех, кого нельзя привлечь в армию. Кто-то является единственным сыном, другой продолжает учебу и имеет право на отсрочку, у третьего справка о плохом состоянии здоровья. В итоге они вынуждены будут собирать у военкоматов малое количество призывников. Это им невыгодно. Журналист Раджаби Мирзо в своем обращении к президенту Таджикистана, которое опубликовано в Фейсбуке, отмечает слухи, что некоторые чиновники зарабатывают на этом. Молодежь спасается от облавы в обмен на деньги, несмотря на нововведенный закон. Почему такие правонарушители ставят собственные финансовые интересы выше государственных интересов? Наверное, потому что у нас вся система такая. Нигде в законе не указано, что без выявления причин и законных оснований допускаются насильственные методы привлечения в армию. За 8 дней, как началась эта важная политическая призывная кампания, план весеннего призыва молодежи на воинскую службу выполнен более чем на 60%. Такое редко встретишь где еще в странах, но в Таджикистане, как мы видим, очень много патриотов. Как вы считаете, как мы можем решить эту проблему? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.